Хаврин сяхын байыр халмык таңчур ирсымын. Цаган саринлекшінлі цукта анрыге ережene. Тегин ноған өсін сәхірет көкірет бәжі, таңкчин тугин шар өнігін нөдімдін байрылжы, халмык таңкчин иргіт суғарын ненеген бәжі, көкшін бағау ғағар жирғілта болат еужы, көкі тәңгірін дары көрісті ғазыр дейірі, кешкен олад бәйхіге олын дейдіз бұрқыт, овық откин сәкөсіт, өршәхі хәрліқі болтқа. Odaklaz bolkın belsin hotek olan sen değeri karar üzülhe. Onun antın günde jüri ansa şalhe şefkover kuy. Шалфе, Евгения Таисия Константиновна, Чиро Негім? Хойым? Ғұрмын? Дөрмін? Тамын? Сурхан? Долан? Нәмін? Есін? Арвын? Олба. Калмыцкий чай джомба является главным блюдом нашей национальной кухни. Считается душой, символом народа по калмыцкой традиции. Любую трапезу начинают с пиалы чая. Джомба для калмыков был и напитком, и едой, и лекарством. Он придавал и силы, и позволял надолго забыть о голоде во время длительных перегонов скота. А еще он защищал от болезней, утолял жажду и в жаркую погоду и согревал зимой. Без калмыцкого чая не обходится ни один праздник. Легенда о калмыцком чае. Известна легенда про калмыцкий чай, в котором происхождение чая связывается с именем религиозного реформатора Зунквы. В ней говорится, что однажды Зунква занемог и обратился к известному лекарю. Тот прописал ему один напиток, назвав его божественным Идан, и рекомендовал пить его на голодный желудок в течение 7 дней. Исполнив указания лекаря, на 7-й день Зунква избавился от недуга. По этому случаю он повелел всем верующим в этот день поставить бурхан на лампадку, прибавить к своему возрасту 1 год и приготовить исцеливший его напиток, названный калмыком. Позже Хальмут-Ця, Джомба. С тех пор калмыки стали отмечать праздник
на котором самым почитаемым напитком стал калмыцкий чай. И в память о чудесном исцелении стали каждый день совершать чайные ритуалы в отношении божества. Прежде калмыцкого чая имеет должности, обязательные для исполнения. Человек регулярно пьющий джамбу становится более энергичным, трудоспособным и позитивным. У него повышается иммунитет. Чай придает силы и поднимает жизненный тонус. Напиток является абсорбентом, так как молоко нейтрализует ядовитые и вредные вещества, выводит токсины, нормализует общение, обменный процесс. Чай рекомендован мамам, которые кормят своим молоком малышей. Позитивно влияет на эмоции, на эмоциональное состояние человека. Снимает стресс, успокаивает и расслабляет. Калмыцкий чай хорошо пить вечером. Он поможет заснуть. Стабилизует уровень сахара в организме. Положительно влияет на работу сердца. Полезен для сосудов. Облегчает симптомы при простудах и гриппе, особенно рекомендован при ангине. Существует много правил, связанных с приготовлением и подношением калмыцкого чая. Правила приготовления калмыцкого чая. Без чайной заварки кипятить воду нельзя. Все движения и во время готовки, и при подношении напитка совершаются слева направо, то есть по ходу солнца. Эргят. Когда чай сварится, размешают 99 раз, чай насыщается кислородом, становится аршаном. Первая пиала утреннего чая подносится бурханом. Дайджи. Этот чай можно было пить детям, в основном мальчикам. Правила подношения калмыцкого чая. Гостям подают только свежий чай. Первая чашка приготовленного напитка подносится старшему сидящему. Несмотря гость это или член семьи, посуда должны быть без трещин, с целыми краями. Подносить и принимать чашку двумя руками. Чашку с чаем надо держать на линии груди, что означает уважение к гостю. Выпив чай, вернуть посуду гостю. Нельзя пустую чашку переворачивать вверх дном. Это считается проклятием. Ulan senden asgırcı, umsun madende arşan bolcu. Ondin dırın tıktı, amun gölcü yürüyedin. Tezgin ağız burkut, barışakı bolta. Тоста рымта зачта. Аршан мете болохиге. Деце бурхет вятха. Мадны курсын сән чанлайын. Сенджин готовится из печени и жира. Печень разрезают и обворачивают в жир и готовят на сковороде. Тугадыкча классин сургульчинер цаган сарлай önченер. Олун шемта хоты, öfmür edilce yovla. Хамгин сам, урта хотын, семджин биля. Ödget sakte madın, duvarılca evken ibne vidin. Semcin doğdur çugulsun, şuyusun güce odna.
Ягцэн сайнэр хотыг ягцэн амтайхан хотой. Ийм хотой сэмжин эдсэн удаан затхан. Адыгже цагы давхы, эмтнже жиргыл сольдухы. Таста хотхол дала, зук туста сэмжин үлднә. Сахарсар хаймык улсын хамген дурдар сын байыр. Үмір чүләр қалыр экіржәкиге медуға. Сахарсан сарик сөзче байыртаған дамукин бөлә әмді әртәсін бендулыр кене. Ере қақылына борцган кехер күркшүр үмір қарына. Сахана борцгу олын зүсін кевді болды. Болып борсып болған әзіта үшіндірді. Мен өрішті ұмын малы қалымы күн асырдық дәрвін зүсін малын тоды орынмай. В борцовской форме фигурки верблюда, входящего в число 4 видов скота, выращиваемого калмыками, символизирует пожелание увеличения приплода у этого скота. Жола. Күйіна жырғыл баты болсын, дәрен ұты болсына. Егет и мы борцы кене. Эта форма борца напоминает поводье, что символизирует долгую жизнь. Ömürde doğuş, ülkür kalın, ömür doğurcağılığı кидык борцы. Эта форма символизирует пожелание прироста богатого скота. Товже хашан бядылта борцык, хаша доктор бясын малын тözка күн болын байышка киихтай и мы борцык. Эта форма напоминает загон для скота, что символизирует увеличение приплода. Шаун программ ничей язык, шаун дорогат, язык борцык. Эта форма борцовской формы чистых символизирует приход весны. Ender borçluğu altın saraylarına gibi мурават gibi обязательно при приготовлении борцов в форме лепешки символизирует солнце. Пока борцы которые содержат товары малым бахта малым то оставит где сама кидык борцев. Форма этой борцев символизирует пожелание иметь много детей с США. Борцгиге değişte sevgin uçsunda tenkeler kahrası örce yırsız geçnirde bejlik avyas ike kesinesi avın küçelme. Сағансар өзіта болчы, күрдәк шуқтаған керем алттаған. Үләсті емен тұғылып ғақырчы, ұлан заңдыр, сәйхан бір тұлчы. Юрсадыры Тыныр болчы, әпнә чирәтін грәучы, Штынгрин өпчін ұға, то бүрін бүті, толға әрілмінді, үкін тәгрин, аршанды күрчі. Олна формады, бақшче ефтін. Калмыцкая кухня очень мясная. Блюда очень сытные, рассчитанные на долгие переходы по степи. Поэтому традиционная калмыцкая кухня несет в себе отпечаток кочевого скотоводческого быта калмыков и не отличается большим разнообразием. Основными ингредиентами калмыцкой кухни являются молоко, мясо, как правило, отваренное или жареное, а также внутренности. Калмыкия не может похвастаться большим количеством десертов, но кое-что все-таки стоит попробовать. Например, блюдо булмак, которое находится у вас на столе.
Оно просто в приготовлении, для него нужно всего лишь 2 ингредиента. Это масло и мука. Масло растапливают до жидкого состояния и постепенно добавляют муку. Помешивают и так и варят до состояния загустения. Блюдо очень простое, питательное. Сытное, да? Завтра уже наступит праздник Цагансар, и к этому празднику мы приготовили борцики. Борцики – это, пожалуй, одно из самых любимых лакомств калмыков. В старину его готовили только по большим праздникам и давали гостям. В обычные дни позволить себе борцики могли только богачи, потому что мука была в дефиците. И бывают борцики различных видов, про которые сейчас расскажет Ваня. Борцик джола. Это борцик напоминает поводье, что символизирует пожелание долгой жизни. Тымян. Этот борцик в форме верблюда, входящего в число 4 видов скота, выращиваемого калмыками, символизирует пожелание увеличения плода у этого животного. Эта форма символизирует пожелание прироста крупного рогатого скота. Мокшмыр. Борцики в форме закрученной тонкие кишки овцы символизируют пожелание жить единой семьей. Шовун. Борцики в форме птиц символизируют приход весны. Шорбелик. Это борцики имеют форму штыка, что символизирует готовность защиты от врага. Хорха борцик. Эти борцики символизируют пожелание иметь много детей и скота. Борцик ките. Форма этих борциков напоминает часть конских внутренностей, что символизирует пожелание изобилия в еде. Хуце. Борцики в форме фигурки барана символизируют пожелание иметь большой приплод этого вида скота. Тогыш. Эта форма напоминает загон для скота, что символизирует пожелание увеличения приплода. Цельвык. Этот борцик являлся обязательным было приготовить в форме лепешки, который символизирует солнце. Саган сарина дырля, сук таднига ердженев. Джил булгын саган киджи. Üvlese muluk mende гархе, бесну газур снайни зебуйды бакче, и дан чеген эльгыгдан бульджи. Окын дингрин аршанды криче, а muluk менде бесхен. Калмыцкий бёрик является самым знаменитым кушанием калмыцкой кухни, который готовится естественно и наполняется мясной составляющей. По факту в калмыцкой рецептуре для приготовления этих традиционных изделий используется баранина, которая мелко рубится, и к ней добавляется нефтяной лук. В таком случае они получаются намного вкуснее, сочнее и простых пельмешек. Как известно, бёрики по-калмыцки отличаются от привычных для нас пельмешек своим большим размером, напоминая манты, и привлекательной защипкой в виде косички или елочки. Также размер и красивая продолговатая форма бёрика на уйрцын толга энтэхэн хол. Для приготовления чигена нам нужно 3 литра роевого молока, пол-литра закваски. Затем добавляем молоко, закваску, перемешиваем 2-3 минуты и ставим в теплое место для закисания. Чиген употребляют как освежающий напиток. Для питательности можно добавить в чиген 1 столовую ложку сметаны. Чигян многие называют калмыцким хумусом. Происхождение этого напитка прослеживается с 13 века и времени Чингисхана. А также он воспет в калмыцком эпосе Джангар. Чигян обладает диетическими целебно-свойствами, обусловленными наличием ферментов, молочной кислоты и углекислого газа, создающих улучшение пищеварения, что позволяло сохранить высокий иммунитет в суровых условиях проживания калмыцкого народа.
Калмыкия производит чиган из молока кобылиц, верблюдиц и коров. Последний вид чигана является калмыцким национальным питательным и целебным напитком. Халма булсын коты хол. Метхар бәхле. Ирет амсқа керіпті. Исін коты хол. Ишкелцхана. Дегет әні тоғарын исін коты хол. Мана гимназия сұрғылчыныр. Күнті жүрек. Тана 12 гат тұсқасын бәжені. Мадын ода қалауыдың. Ямара коты хол бәдіген. Тейме? Тейме. На ода амтын медет. Ават мадынды келчек сқайтын. Ямаран, коты хол, хамгин шинта. Ну, я хочу сказать, что все, конечно же, все похвалить, да, ребята? Все ваши, не только вы, да, но я так понимаю, и родители, да, были задействованы в этом процессе готовки, приготовления. И нам хочется отметить, конечно же, тех ребят, которые подготовились хорошо, особенно защиты. Ну, например, по вкусовым качествам почти все, да, все очень было вкусно, сытно, очень прям так по-домашнему, нам очень понравилось. И вот мы хотели бы отметить тех ребят, которые вот Игнат, вроде бы и читал, да, но действительно ребенок подготовился сам. Так как вы знаете, Ленгер нет, да, его бабушка приготовила бюрики, он сам подготовил защиту. Мне кажется, это очень хороший, Игнат в следующий раз будет где-нибудь еще выступать, это хороший опыт для него. Также давайте поаплодируем, Игнат, молодец. Также те классы, хочется отметить, которые все классом выходили, да, или почти классом всем выходили на защиту. Это 7 класс очень массово. 6 класс, мне кажется, за волю победы 3 раза выходили, все хотели выступить. Ну и по баллам. Мы как бы не будем говорить там с какого места, только первые 3 места мы определили. Итак, 3 место у нас занимает... У нас вообще баллы вообще разные, вообще мы друг друга не смотрели, не подглядывали, у нас вообще разные. Ну, получился такой итог. 10 класс, 3 место. Ваня. 2 место у нас получается, 7 класс. Да, они рассказывали. Ну и 1 место у нас занимает 2 класс. Всем спасибо за участие. Sen de bayakta kalmışsın.